бараман мындалар көрүр көк суула жоллорум болор улага түлерге рас путалжар кайда жоллор маңар яранара тааларгар былыр гымин ванна энөбүгам олон кортогуньор барак саноллон нонолор энере ортодойдон оллу бутун олон конумос тонун данерерин кордок кенени түктен кепсен эребин мен кини кана кенини катылан тоян эребин онтон ортодойду моңо хутун одулан көрбүтүн агыс илак сагалак катанак мөңөннак айкыр селик бейекелак эбит Oyun taksan oyoluşlar gündemmi Doktan bar matmastan mı tuğalan bir ben ulan mı Dört baygal tuğalan mı Tas kaya tulağından mı Ütürüyer üttemmit Gıdalık kıstabı Duruya doktabı Sığ sığ muğudan sızbay Siyelak siyedispit Konu muğudan koravar muasta Kor koymun Budaydı irbet mu siyelenmit Arkı arkım yağılan mı Bibbet giyinga mı kulluğun Çıga kaytarbıt, çıl oğu acıl kalanmıt Bu üstoy dolduy batologunu ortunlar diyen Samnovan sargıdın salaydınlar diyen Yüen ayılar Ünki adaktağı Ünlünen sireytağı Ürüge meylağı Bokuya sügaktağı Köksütten dayınağı Mömüşke süraktağı Borun kura kaysağını Allah tabutları
Ну что ж, дорогие телезрители, доброго дня всем нашим дорогим телезрителям. Мы с вами начинаем онлайн-трансляцию молодежного фестиваля «Мус-Устар». На протяжении 2 часов с вами будем мы, комментаторы Николь Гурова и мой коллега Юрий Черепанов. Мы приветствуем всех зрителей трансляции 3-го этапа молодежного фестиваля «Мус-Устар». В этом году он проходит под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Напоминаем, что первые 2 этапа фестиваля прошли чуть раньше, с 14 февраля по 16 марта. Проходили отборочные этапы в районах нашей республики. А в марте прошли финальные этапы в Якутске. А сегодня в финальном шоу фестиваля главная задача – выявить победителей по 12 различным направлениям. Также определить победителей в категориях «Лучший арктический район» и «Лучший молодежный район, городской округ». Друзья! Добрый вечер, дорогие моему сердцу якутяне! Мы приветствуем вас сегодня на этой великолепной сцене на празднике весны и молодости! Дорогие мои, но прежде чем начать, мы хотим убедиться, что вы все в прекрасном настроении! Давайте пошумим! Мне обещали, что они будут шуметь так, чтобы нас услышали где-нибудь в Тиксе, может быть, на море Лаптевых. А ну, Якутск, давай! Еще громче! Вот и наступила долгожданная нами всеми якутянами весна. И вместе с ним наше финальное событие фестиваля с жизнеутверждающим названием «Якутия вперед!». Ну, вы знаете, дорогие мои, весна в Якутии – это что-то между минус 20 и минус 25, да, правильно? Но мы не замерзаем, мы с хорошим настроением идем вперед. Именно поэтому прямо сейчас мы подводим итоги самого крупного молодежного фестиваля республики «Мус-Устар», который вот уже 3-й год подряд собирает вокруг себя инициативную, целеустремленную, талантливую молодежь со всех уголков нашей родной Якутии. И только что вы стали свидетелями представления по мотивам современного Олонхо. Автором и исполнителем композиции стала Анастасия Алексеева, актриса театра и кино. Анастасия с детства мечтала достигнуть высшего мастерства в своем деле. И сегодня ее мечта – это реальность. Она ведущая актриса театра Олонхо. И я смею полагать, что наш сегодняшний фестиваль «Мус-Устар» – это праздник исполнения желаний. Событие, которое позволяет молодежи идти вперед навстречу к мечте ради нашей общей и единой цели – сделать нашу страну сильной и процветающей! Ура! Спасибо огромное! Спасибо огромное, Анастасия! Фестиваль «Мус-Устар» охватил порядка 9 тысяч участников по 12 направлениям. Впервые был определен район по самому большому количеству участников. Были задействованы все крупные площадки города Якутска. Все районы и улусы провели отборочные этапы направлений и выявили самых сильных участников и представили самые яркие проекты. В этом году фестиваль «Мус-Устар» впервые принял слет российского движения детей и молодежи «Движение первых», которое было создано руководством страны летом 2022 года. В нем приняли участие 35 муниципальных районов и городов Якутии. В этом зале собрались более 3000 представителей активной молодежи нашей республики. Это участники, финалисты и победители фестиваля, творческие коллективы, представители молодежных общественных организаций, юноармейцы и дети участников специальной военной операции. Да, масштаб грандиозный. Я уверен, что все участники фестиваля были достойны победы. Каждый, кто подал заявку и принял участие, уже победитель, потому что он сделал первый шаг, первый и заветный шаг к своей мечте. Молодежный фестиваль называется «Мус-Устар», что с якутского языка переводится как «ледоход». Я этого, кстати, не знал. Да, а мне еще сказали «апрель».
весна, начало чего-то нового. Это ведь правда, так? Вы согласны с этим? И это, на мой взгляд, лучшая ассоциация с прекрасной порой, молодостью. Ведь молодость — это весна жизни. Я думаю, что здесь надо поаплодировать всем тем молодым людям, которые собрались сегодня здесь, в Триумфе. Ваши аплодисменты! Высокое значение проведения фестиваля подтверждают приветствия, полученные в адрес организаторов и участников события. Итак, внимание! Приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Внимание! Телеграмма президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам молодежного фестиваля «Мус-Устар». Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия ежегодного молодежного фестиваля «Мус-Устар». Отрадно, что ваш проект уверенно укрепляет свой потенциал, и в эти дни столица Республики Саха-Якутия вновь становится центром притяжения для энергичных, целеустремленных юношей и девушек, представителей разных профессий и увлечений. Предоставляет им отличные возможности заявить о себе, своих талантах и способностях, поучаствовать в интеллектуальных творческих конкурсах, спортивных мероприятиях. И, конечно, вы по достоинству оцените красоту и мощь северной природы, познакомитесь с историей древнего и сурового края, с культурой и самобытными традициями живущих здесь народов. Уверен, что интересная и насыщенная программа форума, теплая неформальная атмосфера и ваш позитивный настрой превратят фестиваль «Мус-Устар» в яркий, незабываемый праздник искреннего дружеского общения. Подарят гостям и участникам самые приятные эмоции. От души желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Главное богатство Якутии – ее движущая сила и источник инноваций. Это подрастающее поколение, ее потенциал, креатив, современный подход к традициям и вклад в развитие региона и всей страны. Внимание на экран! Приветствие главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева! Приветствую участников и гостей молодежного фестиваля «Мус-Устар». Молодежный фестиваль проходит в Якутии уже в 3-й раз. За это время он, конечно же, стал визитной карточкой нашей республики. В этом заслуга каждого из вас. Уверен, что и в этом году «Мус-Устар» ждет успех. Фестиваль изначально задуман как образовательный фестиваль для молодежи, где можно раскрыть свой потенциал и таланты, заявить о себе на всю Якутию и даже далеко за ее пределы, узнать новое и получить обратную связь от лучших экспертов своей области. У нас самая талантливая молодежь. Вы добиваетесь успеха в творчестве, спорте, IT, не остаетесь в стороне от самых важных и актуальных вопросов для развития нашей страны. В этом году фестиваль посвящен вопросам патриотического воспитания. Все мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы показать молодому поколению уверенность в своем будущем, востребованность в развитии родной республики и всей нашей великой страны России. Вы наша движущая сила. Впервые в этом году в рамках фестиваля мы проводим конкурс на лучший молодежный район и городской округ. Эта инициатива поможет поддержать проекты молодежи в самых разных уголках Якутии, дать возможность обменяться опытом и совершенствоваться вместе. Дорогие друзья, желаю всем вам плодотворной работы, успехов и новых достижений. Якутия вперед! Приветствие руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Денисовны Разуваевой.
Дорогие друзья, сегодня на молодежном фестивале «Муз Устар» собрались те, кому не безразлична судьба родного края и страны. Вы – наши двигатели, драйверы развития страны, архитекторы, конструкторы образа нашего общего будущего. Вашему патриотическому воспитанию, всестороннему развитию мы уделяем колоссальное внимание. А фестиваль открывает для вас площадку для свободного общения, обмена опытом, диалога с интересными людьми, лидерами федерального и международного уровней в самых разных отраслях – в искусстве, в IT-технологиях, в кинематографе, в спорте, дипломатии и многих других. Экосистема молодежной политики в Якутии сегодня расширяется в очень быстром темпе. Здесь проводят конкурс «Лучший молодежный район, городской округ Якутии». Практически во всех районах республики проводят локальные фестивали и события, в которых приняло участие почти 8 тысяч человек. Впервые также здесь провели региональный слет российского движения детей и молодежи «Движение первых». С каждым годом интерес к фестивалю «Муз Устар» растет. Ежегодно в нем участвуют более 18 тысяч молодых людей, а количество просмотров трансляции фестиваля достигает десятки миллионов. Уверена, на этот раз фестиваль прогремит в молодежной среде по всей России еще громче и ярче, потому что вы реально позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, которая под силу менять мир вокруг к лучшему. Здесь и сейчас вы приобретаете уникальные знания, знакомитесь с профессионалами своего дела и новыми друзьями. Убеждена, что время пойдет на пользу всем вам, а знакомства и идеи, которые вы приобретаете, непременно откроют перед вами новые горизонты возможностей в нашей стране. Спасибо большое и удачи! Дорогие наши молодые люди, которые принимают участие в этом фестивале, я бы хотела вам отдельно сказать огромное спасибо. Конечно, у нас еще будет время поблагодарить вас, но давайте еще раз поаплодируем себе, друг другу, каждому из вас, потому что эти слова были произнесены специально для вас и про вас. Но мы продолжаем, потому что сейчас на сцену мы приглашаем председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Владимировича Тарасенко. Уважаемые друзья, сегодня у нас подходит к завершению наша финальная часть нашего большого фестиваля молодежного. И я хочу сказать, что мы сегодня в действительности еще раз увидели, насколько талантлива наша молодежь. Во всех, то есть мы увеличили сегодня количество треков, пригласили молодых даже преподавателей, которые соревновались между собой. И вы не представляете, молодежь – это наша сила сегодня. Сила, новая сила России, которая сегодня дает такой большой энергетический всплеск в развитии нашей страны огромной. И я хочу еще раз сказать, насколько вы сегодня талантливы. И не упускайте свой талант, развивайте его. Будьте всегда такими энергичными. И тогда наша Россия станет одной из лидирующих держав в мире. Поэтому за вас хочу сказать огромные такие слова, чтобы молодежь наша была настолько сильна и талантлива, чтобы мы могли дальше развивать нашу страну. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо огромное, что нашли время и поучаствовали здесь, потому что для молодежи это очень важный момент. Знаешь, иногда мне кажется, что вот такие фестивали, они дают иногда даже больше, чем может дать какой-нибудь, например, выпускной, либо поступление в вуз, потому что ты находишь себя, ты понимаешь, что ты можешь сделать, ты понимаешь свои амбиции, свои силы, ты понимаешь, что ты молодой и у тебя все еще впереди. Важным индикатором зрелости нашего общества является всевозрастающая ответственность крупных компаний в вопросах развития разных направлений жизни страны и нашей республики. Генеральным партнером молодежного фестиваля «Муз Устар» выступает Эльга Уголь. Компания «Эльга Уголь» ведет разработку эльгинского месторождения на территории Республики Саха-Якутия, одного из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.
Один из ключевых приоритетов Эльгинского угольного комплекса – гармонизация интересов бизнеса, сотрудников и жителей Якутии. Компания «Эльга Уголь» – давний партнер фестиваля «Мусустар». С 2021 года в тесном сотрудничестве с «Эльга Уголь» Якутия реализует главный молодежный проект на Дальнем Востоке. Российский инфраструктурный холдинг ВИЗ, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства, также является партнером нашего фестиваля. Холдинг инвестирует средства в создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. В Якутии группой ВИЗ построены 12 объектов образования и культуры, детские сады и школы. Но это огромный вклад, дорогие друзья! Давайте поаплодируем! ВКонтакте – самая популярная социальная сеть и первое суперприложение в России. Ежемесячно платформой пользуются больше 100 миллионов человек, которые обмениваются 15 миллиардами сообщений и просматривают 9 миллиардов записей в сутки. Это бешеные цифры. Очень много. Конечно, социальная сеть ВКонтакте объединяет миллионы людей, знакомит с интересными материалами, помогает делиться творчеством и открывает новые бизнес-возможности. Миссия ВКонтакте – соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. Я очень часто сижу ВКонтакте, кстати. Я, кстати, Прям тоже есть зависаю ВКонтакте. там. А ты на меня подписан? Нет. А кто-нибудь на меня подписан ВКонтакте? 15 миллиардов, откуда вы думаете? Вот они, да. А на меня кто-нибудь подписан? Хоть один? Я! 2. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Итак, дорогие друзья, участников и гостей фестиваля «Мус-Устар» поздравляет государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии». Давайте поприветствуем артистов бурными аплодисментами. Ну а мы должны оставить им эту сцену. Пойдем, Жень, пойдем, я тебе еще кое-что расскажу.
Ваши бурные аплодисменты, виртуозы Якутии! Программу молодежного фестиваля «Мус-Устар» открывает победитель республиканского конкурса молодых исполнителей-хомусистов «Хомус Тетиме» имени Петра Агатоева Василена Шарина. Среднеколымский улус. Направление «Воплощай и вдохновляй». Люди в белых комбинезонах, которых вы сейчас лицезреете с экранов, с зеркальными вставками. Это 50 человек, артисты государственного цирка Республики Саха-Якутия. Они являются символом яркого сияния льда, который раскалывается и играет в лучах солнца навстречу весне. Пластическая композиция сопровождается современной динамической музыкой и красивым визуальным рядом. Все это повествует о значении бесконечного духовного и физического совершенства человека ради своего развития и жизни на Земле. К слову, на протяжении всего мероприятия все композиции будут исполнять сводные коллективы Национального театра танца имени Сергея Зверева Крылуала и танцевальных коллективов Северо-Восточного федерального университета, УРАН, УМСАН, Народного ансамбля Оркон, колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Ну, на мой взгляд, просто безупречное сочетание. Великолепное исполнение нашей гости. Василена Шарина великолепно исполнила композицию и... Ну и вполне достойно стала победителем своего. Ну, конечно, конечно, да. И подтанцовка, которая важно и очень красиво, да, сочеталась, да, дополнила ее выступление. Ну а мы двигаемся дальше. Друзья, ну хочется отметить, что хедлайнеры, звезды, да, гвоздь программы замечают, что в Якутии не нужно ничего создавать, здесь уже и так все есть. Они приезжают к талантливым, способным ребятам и готовым работать и развиваться. Все. Передаем слово нашим коллегам на сцене. Хорошо видно, потому что их подсвечивают сейчас. Вот я вам помашу, я вас вижу, всех мы вас видим, и я смотрю, что все улыбаются, всем все нравится. А как нравится нам? Ну, мы продолжаем, да? Ой, итак, настала, знаете, пора начать чествовать наших победителей, услышать и лично поприветствовать тех, кто не побоялся бросить вызов себе и пройти все конкурсные испытания. Я знаю, что развитие спорта в Якутии традиционно возведен в ранг культа и является приоритетным направлением развития. И это правильно. Ведь, как всем известно, именно в здоровом теле живет здоровый дух. А вместе с ним к нам приходит успех в нашей профессии, в творчестве и в личной жизни. И как вы уже, наверное, поняли, первыми на нашу сцену поднимаются победители направления «Двигайся и достигай».
Готовы? В направлении «Двигайся и достигай» проведены гонка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Молодежь Якутия, мы готовы! И конкурс проектов развития молодежного спорта. Целью конкурса проектов развития молодежного спорта стал поиск спортивных проектов с потенциалом реализации в регионе в 4 номинациях. Точка старта, масштаб, дети в спорте, трансформация в спорте. Мы уверены, что соревнования и конкурс позволили проверить не только физические возможности наших героев, но и помогли приобрести им новых и верных друзей. Да, наши победители достойны аплодисментов, поэтому пусть наслаждаются этими бурными овациями в свой адрес. Но мы продолжаем. Я думаю, что каждая представленная в конкурсе работа достойна внимания. Мы приветствуем победителей конкурса проекта следующего направления «Создавай и воплощай», который включает в себя конкурс изобразительного искусства «Акцент». Конкурс на лучшие сценарии короткометражного фильма. Конкурс цифровых художников «Дыхание зимы». Организаторами конкурсов выступили Якутское художественное училище имени Романова, кинокомпания «Сахафильм» и компании, занимающиеся цифровыми технологиями. Дорогие друзья, мы горячо поздравляем вас с победой и рады, что участие в конкурсах стали для вас прекрасной возможностью обрести опыт, постичь еще раз бесконечную радость творчества. Творите, воплощайте в жизнь самые смелые идеи и проекты. И помните, что творчество является главным орудием человека в преобразовании мира. Ну а сейчас пришла пора наконец-то узнать, чьи имена будут в самое ближайшее время блистать на афишах и билбордах. Надеюсь, не только нашей республики, но и всей страны. Направление «Воплощай и вдохновляй» — это конкурс молодых, ищущих, любящих музыку, песни, танцы. Они — новое поколение, живущее в 21 веке, новое поколение России, своим творчеством прославляющее наш любимый край и нашу родную страну. Руководитель продюсерского центра ВК Рекордс выступил экспертом направления «Воплощай и вдохновляй» и рассказала участникам, как продвигать свои треки в музыкальном лейбле. И молодые артисты ВК Рекордс выступили перед начинающими коллегами по цеху и поделились своим опытом работы с ВК Рекордс. Ну что ж, мы поздравляем победителей всех 3 направлений. Сегодня в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялся день вашего триумфа. День, который наверняка останется в вашей памяти на всю оставшуюся жизнь. А я, знаете, поддержу наших зрителей, потому что они так пытались нас переключать. Итак, давайте еще раз. Молодцы! 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 Итак, мы увидели первых победителей фестиваля «Мусустар-23». Как мы поняли, это спорт и креативная индустрия. Давайте вот так обозначим общим словом. Доброта, отвага составляют основу мужества. Физическая стойкость, крепость духа, сила воли – это качества, которые мы воспитываем в себе, следуя заветам предков. Мы также присоединяемся к поздравлениям победителей всех первых 3 направлений. Действительно, для них это триумфальный день. Да. Итак, друзья. Но мне хочется буквально пару слов сказать о наших ведущих. Это Евгений Байден, победитель в направлении топ-ведущей, и Надежда Ангарская, наша звездная ведущая. Мне кажется, у них просто прекрасный тандем сегодня. И мы сегодня наслаждаемся их творческим дуэтом. Очень неплохо наш Женя дает достойный, сказать, отпор Наде, потому что Надежда — это, конечно, звезда масштаба всей страны. Ну, прекрасно. Мусустар просто на практике уже дает молодым людям возможность творить на всероссийском уровне. И вот к нам выходит Ксения Дудкина, одна из приглашенных звезд спорта нашего фестиваля. И мы ее, конечно же, приветствуем. Мы уже знаем, что наши спортсмены
поработали с якутянами юными. Всем привет! Как вас много! Какие вы все красивые! Какие вы все счастливые! Я очень рада, что Мус Устар поддерживает спорт. Спорт – это школа жизни. Правильно? Всем желаю заниматься спортом. Обязательно. Я очень люблю Якутск. Я люблю сюда возвращаться. 7 лет назад я здесь жила. Я здесь училась. Я здесь училась. Я здесь работала. Я нашла здесь лучшую подругу. Я нашла здесь любовь. Чувствуется волнение Ксении, дрожь Я в очень речи. люблю этот город, я очень люблю народ. Я вам всем желаю здоровья, терпения, двигаться вперед, никогда не останавливаться. Вы такие молодые, красивые и амбициозные. И это очень-очень классно. Наверное, такое же волнение она испытывает на всех надеюсь, соревнованиях. вы все знаете девиз Мус Устар. Это какой? Якутия вперед! Да, давайте еще раз. Якутия! Молодцы! Я вас всех люблю, целую и рада буду вернуться к вам снова. Очень искренние слова из уст олимпийской чемпионки по художественной гимнастике в групповом многоборье Ксении Дудкиной. Она, оказывается, наша землячка, я даже не знала. Якутия вперед, и мы присоединяемся к словам Ксении. Якутия должна двигаться только вперед. Физическая стойкость, крепость духа, сила воли – это качество, которое Вот так мы вот фестиваль воспитываем Мус Устар в себе, объединяет звезд и следуя спорта, заветам предков. и креативной индустрии. И сегодня нас ждет, уважаемые телезрители, просто шикарная программа. Пользуясь моментом, хочется еще немножко такой анонс сделать, отсылку. Поэтому в ближайшие 2 часа будьте с нами, не уходите от экранов. С экранов мы будем вам открывать занавес по чуть-чуть. И вот сейчас мы вновь перемещаемся на сцену. Внимание! Это история каждого из нас. И начинается она с личной ответственности над своей судьбой. Одухотворенные чувством полета, влекомые светом мечты, словно стая птиц, мы летим навстречу судьбе. И пока мы будем стремиться вперед, сохраняя и приумножая великие ценности наших предков, никогда не прервется круг жизни. Ну а мы сейчас все наслаждаемся выступлением одной из самых зажигательных, ярких звезд якутской эстрады. Пока не буду называть кто, вы сами сейчас увидите. И, мне кажется, будете даже подпевать вместе с нами. Да, на сцене начинается танцевальная композиция. И звучат слова знакомого голоса для всех ценителей творчества исполнителей якутской эстрады. Очень харизматичная, невероятно энергичная Умсура и ее песня «Махсоголлар». Ну, давайте уже ее не перебивать, а вместе слушать, заряжаться этой энергией. Чиняновой
Родом из Мегино-Кангаласского улуса. Она родилась в селе Матта, кстати, совсем небольшое село, в большой дружной семье Марфы Дмитрия Чиняновых, 4-м ребенком, единственной дочкой. Представляешь, и одним из ее братьев является Семен Чинянов, один из самых известных звездных продюсеров, вот, кстати, с которым они определили ее творческий путь, ее музыкальный стиль. Ее имя, кстати, означает привлекательная, притягательная, белая удоганка, покровительница богатырей. Умсуры, ее псевдоним мне очень подходит, потому что ее в детстве, да и сейчас окружают одни братья. И вот свою песню она уже теперь посвящает не только своей семье, братьям, а на весь стадион «Триумф». Да, эта песня «Соколы», это ее, она считает, ее визитная карточка. И великолепное исполнение было прямо сейчас на ваших экранах. И наши коллеги присоединяются к нам. И на сцене Евгений Байдин и Надежда Ангарская. Давай продолжим, я думаю, что все в нетерпении. Сегодня на главной сцене фестиваля «Мус-Устар» мы рады представить творчество наших участников. Итак, встречайте обладателя гран-при танцевального конкурса «Созвездие танца» Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова, руководитель Нарияна Неустроева. Ну вот уже мы приветствуем далее победителей танцевального направления. Конкурс «Созвездие танца 2023». И солистский ансамбль танца «Золотинка» Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова представляют вот дуэтную постановку «Ход королевы». Они, кстати, из поселка Усть-Нера, Аниконского района. Вот такая вот интересная география сегодня у наших творческих музыкальных номеров. Автор этого удивительного, интересного танцевального номера и хореограф ансамбля по совместительству, да, Нарияна Неустроева, рассказала нам, что танец является ее дипломным проектом, и переделан проект специально под участие для фестиваля «Мус-Устар». И про своих подопечных девочек, которые сейчас на сцене, она говорит, что они безумно трудолюбивые, достойно выступили на конкурсе. Но что мы и видим. Любой дуэт, любая танцевальная, музыкальная композиция, любой номер, который сегодня достоин быть в программе финального шоу «Мус-Устар», это, конечно, результат огромного труда целой большой команды. Да, несмотря на то, что сцена большая, небольшой, но при этом небольшой дуэт не кажется маленьким. Он создает полный масштаб выступления и покрывает своим творчеством, энергетикой, всю сцену. Дуэт, постановка началась со степа небольшого и перешла в такой более активный, более энергичный контемп с хорошим маршевым звучанием. Этот народный ансамбль «Золотинка» уже не впервые участвует в фестивале. В прошлом году они взяли лауреат
лауреат со второй степени в этом году уже одержали победу. С чем мы их поздравляем. Да, на сцене выступали Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова с композицией «Ход королевы». Великолепное исполнение, девочки молодцы, победители конкурса «Созвездие танца 2023». На протяжении всего нашего финала будет выступление многих звезд, приглашенных артистов. Ой, давайте сейчас я его представлю. Это гран-при вокального конкурса «Солустар» Павел Николаев, Нерубинский район. Пока послушаем его прекрасный голос. Не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе. Наши прекрасные зрители, которые находятся в Триумфе сейчас, поддерживают танцем великолепное исполнение этой известной песенной композиции. Но Нерубинский улус сегодня нас поражает. И радует, что самое главное. Да, удивляет талантами. И образ Павла Николаева добавляет вот эту энергетику прошлых времен. Да, вот ретро модный человек, который идет по центру столицы и поет патриотическую песню, да, о столице своей любимой страны. Телезрителям напомним, это обладатель гран-при вокального конкурса «Солустар» фестиваля «Мусустар», представитель Нерубинского района Павел Николаев. Ну, наши большие, просто огромные аплодисменты, овации сегодня адресуются ему. Удачи, и пусть это станет большим стартом. Да, для молодого исполнителя, и огромная благодарность его наставнику, заслуженной артистке Республики Саха-Якутия Анастасии Готовцевой за отличную подготовку настоящего молодого артиста, который будет радовать наши сердца, взоры, наш слух якутской эстрады в течение всей своей карьеры. Ну а теперь давайте послушаем наших ведущих на сцене. Лучшие представители молодого поколения нашей республики и страны. Лучшие наставники и педагоги, которым не безразлична судьба нашей Родины с гордым названием «Россия». Начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный. Сейчас весь Триумф приветствует Никиту Нагорного. Привет, Якутск! В первую очередь хочется поблагодарить вас за ваши эмоции, за вашу энергию и драйв, который вы передаете. Общаюсь сейчас со всеми артистами, кто выходит на сцену и говорят, с такими зрителями, конечно, уходить не хочется. За это вам низкий поклон. Я впервые... Ну вот как, скажите? Успел Никита успел на финал нашего фестиваля «Мусустар». Кто сегодня был на сцене, еще будет. Честно признаться, я впервые приехал к вам в гости, и для меня эмоции просто невероятные. Такая душевная и теплая атмосфера. Я, конечно, был немного, сейчас второй день только, но тем не менее пытаюсь, так скажем, окунуться во все ваши традиции. И даже вчера мы по спорту практически по всем пробежались. Кто умеет делать якутскую вертушку?
Так вот, якутская вертушка за 2 минуты рекорд 72 раза. Ой. У меня рекорд пока что 1. Но я чувствую всем телом, как я ее научился. Рекорды у нас. Спасибо большое за то, что сохраняете эти традиции. Вот зал сегодня просто искренне принимает каждого, кто выходит на сцену. Не каждый день увидишь олимпийского чемпиона. Да, знают их только там по телевизору, на слуху, но при этом вживую увидеть настоящую звезду очень интересно и значимо для каждого из нас. Начальник главного штаба, я хотел бы пригласить их на эту сцену. В рамках фестиваля прошли презентации военных высших образовательных учреждений. Наша молодежь, наши лидеры. Вручение республиканской премии «Доброволец Якутии» также организовали на участие на фестивале детей участников специальной военной операции. А также в рамках фестиваля прошли волонтерские акции «Письмо солдату». Поэтому юнармия один из активных самых участников. Да, их отмечают обязательно в нашем сегодняшнем фестивале «Мус-Устар», потому что основной принцип фестиваля в 2023 году – это патриотическое воспитание и любовь к родине. Молодые, юные предармейцы таким детским юным голосом приветствуют своего начальника штаба. Всем успехов и хорошего дня. Спасибо. Ну что ж, мы двигаемся далее, дорогие друзья, и у нас продолжается финальное шоу фестиваля «Мус-Устар 2023». И вот мы уже на сцене видим следующих участников звездного нашего шоу. И на сцене Юта Секретова, Дмитрий Келлер, ансамбль «Служба 02». «Флаг моего государства». Такой тоже патриотичный, невероятно красивый номер. Давайте послушаем. Моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наши души, сердец, костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь суеверы, тревог и неверия царства. В этом бою я строю. Надо отметить, что этот вокальный ансамбль «Служба 02» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия под руководством начальника культурного центра ведомства капитана внутренней службы Юта Секретовой, вот, которая как раз сейчас стоит и исполняет в качестве солистки, очень известен у нас в республике, и многие вот государственные масштабные события у нас проходят именно с их участием. А Юта, вот, которая прямо сейчас исполняет свою партию, она является их руководителем. Буквально вчера она была на службе, сегодня она уже на сцене. И это то, что я дам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Я снова делаю шаг. У ансамбля «Служба 02» очень большой, очень разнообразный репертуар. Они исполняют и патриотические песни на русском и якутском языках, и эстрадные, также на многих языках нашего государства и всего мира. Вокальный ансамбль «Служба 02» является неоднократным участником праздничных концертов органов внутренних дел в Государственном Кремлевском дворце, даже не выступали, и лауреатом всероссийских конкурсов МВД России.
великолепный номер просто. Аплодируем, аплодируем беззвучно, но в сердцах мы аплодируем нашим исполнителям Юте Секретовой, Дмитрию Келлеру, ансамблю «Служба 02». Аплодируем великолепное исполнение и провожаем в том числе и представителей движения «Юнармия» в этом блоке. И впереди нас ждет трансляция. На нашей онлайн-трансляции будет видеопрезентация следующих треков нашего сегодняшнего фестиваля «Мусустар» по разным направлениям. Продолжается парад победителей фестиваля «Мусустар» в 21 столетии. Качественное образование, педагоги и наставники являются верными проводниками на пути к определению творческого и интеллектуального потенциала молодежи, к развитию ключевых компетенций, необходимых в современном мире. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогов, в том числе выполняющих наставническую Сейчас будет объявление деятельность. победителей второй тройки направлений. Это перспектива в познании, стартуй к бизнесу и дипломатии. Вот такое разнообразное направление охватили традиционно, как и каждый год. Наша коллега-корреспондент во время трансляции рассказывала о игре на стенде «Дипломатия». Интересная игра, которая была изобретена одним из представителей. Надеюсь, вы видели. И сейчас на сцене «Триумфа» на финале нашего фестиваля «Мусустар» происходит великолепное исполнение на полотнах юной исполнительницы. И выступает также известная очень в своих молодежных кругах звезда якутской эстрады, артистка Кокитока. Она сегодня тоже представляет свой уникальный номер. Ее зовут Аина Илларионова. Под псевдонимом Кокитока она исполняет песню «Ты нахан», что означает «ты живой». Нас впечатляют, конечно же, цифры нашего фестиваля. Как уже было сказано, если 9 тысяч это офлайн участников, то онлайн это больше 200 тысяч человек со всех районов республики, всех городов республики, нашего региона. Впечатляет, друзья. Кокитоки сегодня помогают исполнять этот замечательный номер «Воздушные гимнасты» Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Сергея Марта Расторгуевых. Тоже самая талантливая творческая молодежь у нас сегодня работает в цирке. И прекрасно, что наш фестиваль становится площадкой для их совместного творчества. Да, их можно наблюдать не только на сцене цирка, что самое главное, да, их творчество, их умение, их стремление, да, в развитии своего навыка, оно выходит за пределы своего цирка и выходит на такие большие фестивали для поддержки молодых и юных дарований в разных направлениях. Универсальность артистов подтверждает еще лишний раз их профессионализм. Давайте я расскажу о том, что Аина Илларионова Кокитока, обладательница приза зрительских симпатий вокального конкурса «Соло Стар» фестиваля. Одна из звезд нашего фестиваля. Браво, Аине, браво. Прекрасно. Но мы двигаемся дальше. Мы продолжаем под ваши бурные аплодисменты, потому что есть еще кого наградить. И ого-го, сколько эмоций мы сегодня получим. Итак, направление «Перспектива в познании» был впервые в этом году. Как раз те направления, о которых мы говорили минуту ранее. «Мусустар». Приурочено оно к Году педагога и наставника в Российской Федерации. Приветствуем победителей направления «Перспектива в познании». «Перспектива в познании» — это деловая игра «Мусустар», педагог будущего поколения Якутии и профориентационная площадка «Территория. Молодые профессионалы». Педагогов презентованы площадки «Территория. Молодые профессионалы» и деловая игра «Мусустар», педагог будущего поколения Якутии.
как уже отмечал Андрей Владимирович Тарасенко, идейный вдохновитель, автор этого фестиваля, то, что его особо впечатлили в этом году молодые педагоги, которые приняли самое активное участие, и именно это направление. Безусловно, наставничество в педагогике имеет огромную роль, важное значение. И прекрасно, что наставничество у нас тоже входит в программу нашего фестиваля. Готовая на диалог, ответственная друг перед другом, может вести общество по пути постоянного развития. Итак, встречаем победителей направления «Дипломатия». «Стартуй к бизнесу» направление победители тоже прошли. Далее мы приступаем к дипломатии. Здесь была деловая игра «Дипломатия молодежи» и интерактивная площадка «Игры народов России». Дорогие друзья, поздравляем вас с успешным результатом. Перед вами на экранах уже победители своих такими же направлений. оптимистичными и Вот они выходят Удачи вам и флагом родного вуза, либо вуза. города. И мы присоединяемся к поздравлениям всех зрителей, победителей направлений. И дипломатию, и «Стартуй к бизнесу», и перспективу в Познании. Ребята молодцы, защитили свои проекты и победили в этих номинациях, в этих направлениях. Желаем им всех успехов, творческих, профессиональных, чтобы они реализовали свои проекты, свои стремления в будущем. В направлении «Стартуй к бизнесу» прошли бизнес-игра «Команда моей мечты» и деловая игра «Бизнес-битва». Ну, бизнес – это часть современной жизни, современных реалий, поэтому помимо традиционных кино, музыка, спорт и педагогика, прекрасно, что и бизнес у нас сегодня есть в программе. Потому что в какой бы сфере ни работал молодежь, но бизнес лишний точно не будет. Да, конечно, это старт новых проектов, это развивать свою республику, это поднимать уровень жизни своих земляков. И становится источником вдохновения. Видим, что флаги у нас выходят разнообразные, то есть и северные улусы, и центральные. Ну а мы сейчас далее приветствуем наших следующих участников финального шоу. Победитель конкурса «Учитель большой страны» в номинации «Самый вдохновляющий педагог», блогер России, полуфиналист всероссийского конкурса «Топ-блог». Встречаем! Наталья Сморыгина к нам присоединяется. Интересно, учитель и блогер. Два в одном. Уже не чувствуется такое волнение, как у Ксении Дудкиной. Я могу вам сказать, что Ей легче, да. Она блогер, это видно. Со всех концов страны. И все эти дни мы общались, создавали совместные проекты, разговаривали и строили планы на будущее с педагогами Якутии. Знаете, к какому выводу вы пришли? Нам не страшно за будущее российского образования, потому что оно в их руках. И мы хотели бы сказать огромное спасибо всем организаторам фестиваля. Надела якутский оберег. Красивый. Обратите, пожалуйста, внимание. А еще спасибо каждому из вас, потому что Мусустар — это вы! Благодарим всех зрителей, которые присутствуют в триумфе, поддержкой выступающих, поддержкой победителей по всем направлениям, своей энергетикой, аплодисментами, криками, потому что отличное мероприятие, да, чувствуется позитив, только позитив сегодняшнего мероприятия. О, Наталья выучила даже наши ура и ха. Прекрасно. В Барнаул уйдут наши возгласы. Надеюсь, привезет туда. Да, в Барнаул привезет и не раз уже будет там звучать. Спасибо большое Наталье Сморыгиной за самому вдохновляющему педагогу-блогеру России. Прекрасная ипостась. Ну а мы сейчас провожаем парад победителей. Продолжается. Мы двигаемся дальше и приступаем уже к следующему, тоже не менее интересному направлению. Да, очень современное направление сейчас нас ждет, без которого в наше время, в нынешней ситуации, в нашем развитии просто невозможно. Давайте проводим их бурными аплодисментами. Ну и, конечно, еще раз присоединяемся к поздравлению всех победителей в номинациях «Перспектива Познания», «Стартуй к бизнесу» и «Дипломатии». Молодые, энергичные, только вперед. Вы Якутия, и только вперед.
Друзья, ну пока есть буквально 2 секунды, давайте словами благодарности еще раз отметим наших партнеров. Эльга Уголь, ВКонтакте, группа ВИЗ и авиакомпания Якутия. Вот эти прекрасные компании сегодня, вот как раз они сейчас на экранах ваших. Благодаря им у нас сегодня есть Мосустар. Мы понимаем, какой это уровень, какой масштаб. Каждый экран, вот каждая лампочка, как говорится, горит сегодня. Каждый гость сегодня сидит и лицезреет или по телевизору, или в Триумф, благодаря вот этим нашим компаниям, партнерам. Так что им огромное спасибо. О, как величие родное меня очень интересная охватывало творческая вдруг. композиция, весь финальный такой концерт. Интересная программа сегодня у нас представлена. Экраны, которые, на которых изображены, да, весь видеоряд олицетворяет такой как раз ледоход, да, Мусустар, вот прям в переводе, олицетворяет название, да, нашего сегодняшнего фестиваля. И все сопровождение, все видеосопровождение, оно очень, очень реально отражает настоящий ледоход. И основной площадкой проведения фестиваля вот уже 3-й год подряд, как мы видим, становится Центр спортивной подготовки «Триумф». Там у нас сегодня организованы тематические площадки, видеостудии для прямой трансляции и создания контента для молодых блогеров, многоуровневая главная сцена. Установлены очень интересные арт-объекты. Так что в следующий раз, уважаемые телезрители, если у вас будет возможность попасть на этот фестиваль, идите, не раздумывая, сколько бы вам ни было лет, да. Потому что лишним точно не будет. Хотя сейчас мы наблюдаем, что зрительных свободных мест очень мало, да. Но все-таки рекомендуем посетить мероприятие Мусустар 2024, когда он в следующем году обязательно состоится. И вместе с вами мы будем наблюдать над развитием этого фестиваля. Если в 2021 году на прилегающей к спорткомплексу территории для выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой был специально залит каток, в 2023 году мы, конечно же, уже сегодня ждем с нетерпением Камилу Валиеву, нашу сегодняшнюю звездную гостью. Ну и в рамках треков проходят не только вот шоу, финальное представление, а еще и мастер-классы и деловые игры. Они уже прошли, по их итогам мы сегодня видим и участников, и победителей. А участником может стать каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия всего лишь необходимо было зарегистрироваться на сайте фестиваля, то есть это доступно для каждого жителя нашей необъятной страны, родины, республики. И те, кто не смог принять участие на фестивале, наблюдали наши мероприятия в формате онлайн, что тоже очень удобно, потому что не выходя из дома, из своего региона, города, села, можно стать полноценным участником нашего фестиваля. И, к примеру, 2 года назад фестиваль в прямом эфире посмотрело 130 тысяч человек, а ко второму Мусустар уже присоединились более 200 тысяч человек зрителей. Но цифры растут, масштаб растет. Мы очень надеемся, что и победители, дипломанты, те люди, которые соприкоснулись в какой-либо сфере с нашим фестивалем, будут действительно творителями истории, творителями будущего нашей родной Якутии. Якутия вперед! Если в 2021 году тематических треков насчитывалось всего лишь 9, то в 2022 году, уже на следующий год, увеличило это количество до 13, а в этом году уже во все направления были включены еще 2 – волонтерство и дипломатия. И все конкурсы и спортивные состязания по всей республике, как правило, проходят в течение месяца, предшествующего финалу. И основные тематические направления Мусустар в целом остаются прежними. Это IT-технологии, искусство, танцы, мультипликация, кинематограф, бизнес, журналистика и многое другое. Наша коллега Надежда, как и говорили ранее, включалась с разных площадок, в том числе в этом году она включалась в площадки «Экология», в котором она вместе с нашими коллегами-ведущими рассказывала про экологические привычки
И мы поддерживаем нашу коллегу, которая использует вместо пластиковых бутылок уже свою личную персональную бутылку для сока, воды, чая и тому подобное. И эти экологические привычки входят в нашу жизнь. И каждому гостю на входе в наш сегодняшний, в триумф на наш сегодняшний фестиваль, на финал фестиваля Мусустар вручали шопер, экологически чистый, да, шопер, чтобы не пользоваться пластиковыми пакетами. И теперь у нас в том числе и нам подарили этот шопер с логотипом Мусустар 2023. Но вы сейчас на экранах увидели музыкальную композицию под названием «Я покажу свой мир». Эта пластическая композиция создала нам образ будущего цифрового такого человека, который и живая душа, и матрица одновременно. Ну, потому что без цифры мы уже сейчас, ну, никак, да? В нашем современном мире вообще просто никак без цифры. Даже мы, несмотря на то, что ведя трансляцию онлайн, мы отключили свои телефоны. Но хочется протянуть свои руки за телефонами и посмотреть, что происходит в сети. Да, в сети. А давайте сейчас обратим внимание на наших коллег на сцене. И сейчас у нас идет очень интересный процесс начался, друзья. Мы в цифровом потоке знакомимся с виртуальной девушкой Аита, которая хочет показать нам свой мир цифровой. Аита, привет. И вот ведущие с И мы ней тебя общаются. приветствуем, Аита. Можно задать тебе вопрос? Да, конечно. Мусустар проводится уже в 3-й раз, но ты, наверное, уже об этом знаешь. Как тебе наш фестиваль? Супер! У вас очень талантливые ребята. Судя по аналитическим данным, у вас высокий потенциал к развитию. Ну, мы здесь согласны, да? Интерактивный, цифровой помощник, может быть, ты коллега хочешь Айта, да, оценивает с помощью аналитических данных Я хочу попросить масштабность участников конкурса фестиваля и творческие не останавливаться на успехи. Знаю, что каждый Но из Аита вас это делает еще нашу созвучно с проще якутским и лучше. именем В девушки этом мы Айта, с да, вами Айталина. похожи друг на друга. И это Спасибо символично большое, представляет Айта. собой футуристический мир с Всегда национальным рада якутским помочь. колоритом. Ну, А прекрасно сейчас сделали. давайте пригласим победителей следующих направлений. А она еще ведет концерт. Да, она присоединилась к нам. Ну, конечно, в мире цифровых технологий и в эпоху цифровизации просто нельзя никак упускать возможность сохранить традиции. И поэтому, действительно, Аита, она воплощает в себе современный мир с сохранением якутской народности, якутского колорита, который должен тянуться на протяжении всей жизни человечества. Но нам сейчас анонсируют уже победителей очередных 3 направлений. Это мир цифровизации, играй и создавай, и расскажи о главном. Ну, можно это все обозначить как под общим названием цифровой мир молодежи. Да, сейчас на экранах своих вы видите конкурсы «Хакатон», на которых юные участники проводили работу над заданием, которое было выдано прямо в день мероприятия. Многочасовая работа над заданиями, в котором участники показали свои творческие навыки, IT-навыки в создании программ, в создании приложений, в создании определенных схем для выполнения задач в повседневных, ну и уникальных, конечно, задач. На сцене мы видим победителей этого направления мира цифровизации «Играй, создавай и расскажи о главном». Приветствуем, конечно же, всех победителей и участников и благодарим за участие, благодарим за отличные результаты в нашем сегодняшнем конкурсе Мусустар, фестивале Мусустар, и в направлении, которое полностью соответствует нашей сегодняшней жизни в мире цифровых технологий и в эпоху цифровизации. В рамках фестиваля прошли еще презентации военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, а также в рамках направления «Играй и создавай» были проведены соревнования, которые сегодня позволяют развивать новые компетенции, востребованные сегодня в современном мире. И вот победители этих интересных направлений сейчас находятся на сцене.
Я надеюсь, что все успехи, которых достигли сегодняшние участники и победители фестиваля Мусустар, они просто, я думаю, просто лично каждый обязан применить в своей будущей жизни для того, чтобы развивать информационные технологии, продвигать цифровизацию в нашей республике, для того, чтобы цифра двигалась вперед по нашей республике и на запад, и на юг, и на восток, и главное на север нашей республики, где в скором времени, надеюсь, цифра также придет и будет улучшение только жизненного уклада наших жителей нашей республики. И вот ведущие нам сообщили, что в рамках направления соревнования «Играй и создавай» были проведены 2 тура, первым из которых был проведен киберспортивный турнир Dota Yakutian Championship 3. Так что, дорогие родители, если вы считаете, что сейчас игры это просто так, это уже давно не просто так. Там уже есть целые чемпионаты, призовые фонды, и там тоже нужно много думать, стратегически мыслить. Согласен. Да, рассчитывать свои ходы, что можно, кстати, применить потом и в реальной жизни. Поэтому киберспорт тоже активно включается в программу нашего фестиваля. Да, я надеюсь, что он будет развиваться, да, у нас обязательно в Якутске, в Якутии, чтобы мы видели новых звезд киберспорта, поскольку если раньше все компьютерные игры были только развлечения, сейчас это целое направление жизни, это целый жизненный уклад многих молодых поколений, и ребята достигают настоящих успехов. А сейчас я на сцене вижу участников, победителей направления блогинга. Немного покричим, чтобы все знали, что здесь прям круто. Давайте, 3-4, Якутск! Огромное спасибо хочу сказать организаторам Мусустар форум в том, что действительно создали такое классное мероприятие. Мне было безумно приятно участвовать и амбассадором, хедлайнером, как угодно называйте Дэн Блок. Хочется сказать и посоветовать вам, не знаю, такие напутственные слова, пожалуйста, создавайте команды, творите. Вы безумно крутые люди. Я за 2 месяца последних приехал в Якутск 2-й раз, и хочу сказать, что вы безумно крутой город, вы безумно крутая республика, у вас просто невероятная природа, у вас невероятные люди, вы талантливые. И сегодня, когда мы были на лекциях и смотрели, что вы вообще творите, хочется пожелать просто вам удачи, самое главное, не сдавайтесь, и все у вас 100% получится. Якутск, спасибо огромное, низкий поклон, вы действительно безумные люди, спасибо огромное. Алексей Столяров перед вами выступил. Это путешественник, видеоблогер с аудиторией в 4 миллиона подписчиков. А вот такие вот звезды сегодня благословляют молодых блогеров Якутии на путь развития мира блогинга. Алексей Столяров в прошлом году установил мировой рекорд наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке в мире. Мероприятие состоялось в Москве на территории парка Горького. В нем приняло участие свыше 5000 человек. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, давайте насладимся музыкальным номером в исполнении тоже молодой, талантливой артистки Якутии. Природа – живое творение Вселенной. Мировоззрение человека Севера основано на мудрости живой природы. Земли и неба благословением живет человек. Всех и все земля растит. Человек – дитя природы. Мы – дети планеты. Мы – дети Земли. Мы – дети планеты. Мы – дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Остановись, слушайся вмиг. Эту песню ветер вдаль уносит, где-то журчит робкий родник, меж корней густых пушистых сосен. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир
ответы, а ты сохрани. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Сайсарыко, обладательница главных призов и номинаций музыкальных интерактивных конкурсов «Этиген Хомус» и «Санга Ирре». Прекрасная композиция, кстати, и очень интересное танцевальное дополнение. О, да, да. И если да. вы заметили, телезрители дорогие, на заднем фоне Сайсары вышел руками хореографического состава Мус Устар. Ну просто шикарно, очень креативно подошли наши режиссеры, хореографы. Да, 100 человек, 100 человек. Ты даже посчитать успел. Ну, конечно, посчитал, и у меня это в сценарии написано, но 100 человек показали красоту такого люминесцентного творения, и было прекрасно действительно. Да, послушаем наших ведущих теперь на сцене. На протяжении 2 часов и 2 суток. Но мы продолжаем, потому что впереди, конечно же, нас ждет еще много чего интересного. Итак, только заботливые отношения и труд могут наполнить смыслом и душевным здоровьем жизнь человека. Под таким девизом прошло направление «Эко-лидер». И мы рады встретить ведущих молодых экологов бурными аплодисментами. Экология — одна из В рамках главных направления тем нашего «Эко-лидер» фестиваля. был проведен республиканский конкурс среди молодежи «Молодежный эко-лидер Якутии» с целью развития молодежных экологических инициатив, направленных на охрану окружающей среды. Это вам. С целью укрепления в обществе отношения к труду как к благу и повышения престижа труда 2023 год главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым объявлен Годом труда. Эко-лидер, направление «Эко-лидер», сегодня в него входили республиканский конкурс «Эко-лидер» и стратегическая игра «Экотуризм» в Якутии. Мы также присоединяемся к поздравлениям, приветствуем победителей. Цель конкурса – повышение престижа среди молодежи рабочих профессий и социального статуса человека труда. И далее продолжается направление «Поколение профи». Республиканский конкурс «Поколение профи-2023» состоялся в рамках этого направления. Молодежная игра, круглый стол молодежи республики. И сейчас вы наблюдаете на экранах работу целых групп, направлений, в котором молодые участники показали свои знания, провели работу над своими проектами, рассказали представили свои проекты, защитили их, и стали, конечно же, победителями. Очень живое обсуждение мы видим. Люди представляют, и молодые предприниматели, там в том числе, люди представляют свои проекты и получают обратную связь, что очень тоже важно. Потому что когда идет объединение с разных сторон людей разных профессий, разных квалификаций, разного уровня, как говорится, развития, то все это объединяется в одно сильное пространство, и все это во имя будущего нашей Якутии. Как говорится, Якутия вперед уже не на словах, а на деле. Да, поддержка наставников разных направлений, она только дополняет любой проект своими работой над особыми нюансами, и который привносит в каждый проект только плюсы. «Твори добро» — это следующее направление в тройке направлений нашего сегодняшнего фестиваля. И в рамках него входили республиканская премия «Доброволец Якутии» и также проходила квест-игра «По следам волонтера». Волонтерство в нашей стране в последнее время очень ярко приветствуется и чествуется на всех мероприятиях официальных. И, конечно же, волонтеры, им огромное спасибо, огромная благодарность, то, что они ведут свою работу чистосердечно, добросердечно. И мы
мы их только благодарим. Только благодарим. Огромное им спасибо, что они вкладывают свою душу, свои умения, свою работу в то, что делают нашу республику, нашу страну только лучше. Да, действительно, волонтерство развивается быстрыми темпами и у нас в республике. И даже у каждого направления сейчас появляется свое сообщество волонтеров. Волонтер года. В номинации «Волонтер года» представлены Юлия Антонова, город Мирный. И вот номинанты. Валерия Дмитриева, Мегина Кангаласский Улус. Анна Мухаметова, город Якутск. Для оглашения имени победителя в номинации «Волонтер года» на сцену приглашается Винокуров Айлан Васильевич, директор Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Сейчас мы узнаем имя победителя направления «Волонтер года». И сегодняшний гость огласит имя победителя. Сегодня мы действительно в рамках нашего направления «Твори добро» принимали участие самая активная молодежь нашей республики. И перед вами стоят финалисты нашей первой республиканской премии «Доброволец Якутии». Давайте поаплодируем. Ребята, действительно, это те люди, которые в течение многих лет развивали молодежную политику, развивали добровольское движение у нас в республике. И они сегодня этого заслужили. Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим всех наших финалистов. Весь зал сегодня приветствует волонтеров, добровольцев, людей, которые принимают активное участие в этом направлении. Будет Внимание. оглашена самая волнительная номинация нашей премии. Главная номинация — это «Волонтер года». И, конечно, мы сейчас ждем главный приз, статуэтку нашу. Сейчас давайте еще раз поаплодируем. И Кто же узнаем победит имя из победителя в представленных главной трех номинации наших «Волонтер года». кандидатов-номинантов? Эта номинация у нас будет вручаться ежегодно самым активным, самым людям, которые, не щадя ничего, себя помогают ежедневно, круглосуточно, людям, которым нужна помощь. Я надеюсь, что сейчас вынесут мне... Я очень надеюсь, что нас услышали, чего мы здесь ждем, потому что нам очень хочется вручить победителю свою заслуженную награду. Мы ждем статуэтку. Итак, друзья, сегодня три Надеюсь, она будет населенных большая. пункта будут представители трех населенных пунктов Якутии будут сражаться за волонтера года. Это Мирный, Мегино-Кангаласский Улус и город Якутск. Надеюсь, что премия найдет своего победителя, своего хозяина. На сцене ждут наши коллеги, и представитель волонтерского движения ждет на сцене ту статуэтку, долгожданную статуэтку, которую должны вручить победителю «Волонтер года». И напоминаю, что в этой премии сегодня номинанты «Волонтер года» у нас Юлия Антонова, город Мирный, Валерия Дмитриева, Мегино-Кангаласский Улус и Анна Мухаметова, город Якутск. Кто же станет победителем этой премии «Доброволец года» и обладателем номинации «Волонтер года»? Анна, пожалуйста, сюда подойдите. Давайте, ребята, поаплодируем. Анна Мухаметова. Анна у нас является настоящим волонтером. Она у нас в течение года практически беспрерывно, 24 часа помогает сейчас штабу «Якутия с тобой», которая помогает бойцам, находящимся на специальной военной операции. Вот Анна Мухаметова является победителем. Юлия Антонова, она у нас с прямой связи. Это наш номинант. Богдан озвучивает всех номинантов. И Юлия она у нас является активным членом Российского движения детей и молодежи, рассказывает о всех номинантах данной премии. Премии «Доброволец Якутии». А Юлия всем демонстрирует свой телефон. Наши волонтеры, конечно же, сейчас в последнее время бросают все свои силы на помощь на территории специальной военной операции, потому что есть и семьи, и детишки, конечно. И на передовой нужна наша помощь. Поэтому вот эти люди как никогда сейчас оказывают помощь нашим землякам.
Им отдельная благодарность. Просто, да, слов нет за вашу помощь, которую вы оказываете семьям, всем, кому нужна помощь в наше время. Сейчас мы... Давайте им за это поаплодируем. Давайте. И мы надеемся, что наш фестиваль станет одним из популяризаторов волонтерского движения, потому что многие, даже желающие показать свою помощь, возможно, не знают, там, куда идти, куда присоединиться. А вот наш фестиваль будет таких людей, такие сообщества популяризировать. И заветная статуэтка на сцене, друзья. Все, внимание. Не теня. Победитель первой республиканской премии в сфере добровольчества «Доброволец Якутии», барабанная дробь, становится Мухаметова Анна! Анна Мухаметова, город Якутск. Николь, как в воду глядела, как в воду глядела. Поздравляем Анну Мухаметову из города Якутска с премией в номинации «Волонтер года». Статуэтка наконец-то дошла, вручается Анне. Да, и Айлан сказал, что это будет ежегодной премией, так что Анна, можно сказать, вошла в историю как самая первая обладательница, да, премии «Волонтер года». Поздравляем всех номинантов, поздравляем отдельно, конечно же, Анну с получением этой премии. И надеюсь, что всех увидим, и этих номинантов, да и новые лица увидим, в том числе и на следующих фестивалях Мусустар в следующие годы. Валерия Дмитриева и Юлия Антонова также получают свои свидетельства финалиста, потому что они уже среди победителей в тройке. В тройке победителей, да, которых выделили в этом важном направлении. Среди огромного числа. Да, твори добро. Они по-настоящему творили добро своим течением, своим волонтерством. Поздравляем ребят, поздравляем всех финалистов, обладателей призов, и поздравляем, конечно же, с их успехом в этом направлении. Аплодисменты звучат от всех зрителей в ЦСКА «Триумф», которые поддерживают всех участников, звезд, гостей своими аплодисментами, криками. Много пришло сегодня гостей, и очень приятно, что на такие молодежные мероприятия приходят абсолютно все. Несмотря на то, что в субботу хочется погулять, отличная погода, весна просто пришла в наш город, долгожданная весна пришла в наш город. И сейчас мы послушаем наших коллег. В первую очередь среди молодежи. Это вселяет уверенность, что у нашей страны большое будущее. Ну что ж, друзья, мы двигаемся дальше. Перед нами вновь удивительные, уникальные номера, прекрасные постановки. И, пожалуй, самый юный участник. И самый милый участник. Светло-пушистая снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурную легко проносится, не ввысь лазурную на землю просится. В лучах блистающих скользит умелая, средь хлопьев тающих сохранно белая. Под ветром веющим дрожит, взметается, на нем лелеющим светло качается. Его качелями она утешена, с его метелями крутится бешено. Летит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Просто молодец. Приветствие Донецкой Народной Республики. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет.
А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Ну вот мы видим, что к выступлению телемосту Донецкой Народной Республики присоединился солист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Кривошапка Василий Пенигин и детский вокальный ансамбль «Раздольники». При участии образцового ансамбля «Бриллианты Якутии». Под ветром склоняясь растет, а может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Начинается Родина с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Ну, пожалуй, самое искреннее выступление. Да. Из самых трогательных моментов. Дорогие зрители, я надеюсь, что у вас, как и у меня, сейчас мурашки от исполнения, великолепного исполнения песни из кинофильма «Щит и меч», с чего начинается Родина. Василий Пенигин и детский вокальный ансамбль «Раздолинки» при участии образцового ансамбля «Бриллианты Якутии» великолепно исполнили эту песню, затронули сердца каждого из вас, и особенно сердца зрителей в «Триумфе», которые слушали это вживую. Ох, это было... Каждый сидит и даже подсознательно, можно сказать, поет. Да, конечно. Да нет, слышно было и то, что подпевали нашим артистам. Давайте обратим вот сюжетную линию на сцене. Таммағын тыйығынан, көғінен женкерер, сып-сырды киығығар. Вот на якутском языке девушка очень лирично рассказывает о приходе весны, о таянии льдов, о том, как расцветает наша земля. И на сцене Кескиль Байшев, кумир, можно сказать, молодежи сейчас. Готовится к выступлению, и зрители даже встают для того, чтобы поддержать исполнителя. Он готовится, по-настоящему готовится к своему выступлению. Но мы скажем, что это номер-сюрприз, друзья. Мы не будем сейчас разглашать, кто ничего, и как. Да, конечно, да. Ничего не Давайте говорит, послушаем. только смотрим и слушаем. Soğanlar seni diller, soğada su
Gelin dol kuydarı illeştir Araybeğe göster var İkra Allah'u Ol ereri sol talak Sakalı karıs kalır Öbüyette şiyette İdeğenim duahudur Öre tutar bu alanı Eriyete sımçarın Bozustan Bubuhuktan Kayalardan kasbak taktın Uatsalgan tün uhatarı Kimiri huktağı topular Uz muz Üyeğe verilmət kılıs Kılıbı alıq Atatiyalıq Katılık ardıtın vardı böt Şirt tımırdarım batıştımı Sanattan sanatkı Baygaldan baygalgı Morattan morara yere Üyetten üyeğe Uzka duvara uyalar gök Gün suluklara taslar gök Aranlar gök kanlı canları Onu silişlere bol butları Batürüye sataküye Şiratiyala tağıltını Barbarı alamayın ciddi Sürekli diken ülken sılcın Sanattan sanatkı Baygaldan baygalgı Morattan morara yere Üyetten üyeğe Вот Каскельбайшев представил микс из своих самых хитовых песен. А мы двигаемся дальше, и внимание. Тематика, музыкальная тематика совсем меняется. Каскель умело воспевает любовь к родине, пробуждает патриотические чувства молодежи и видит, да, что весь труд стоит просто в буквальном смысле на ногах и поет с удовольствием, подпевает любимому артисту. Berengen ağıllı batak sehengin Atıttartan uratıgın surullu batak kohango Sahan kalbıt sırdıkın Karanganı manatagın Bılıkka kirbit güngün Kahan taksan sandaragın Kömüs günleri ciddi Gerekemleri Katılanar elbek tügeli Belekte dursa gerya Kömüs günleri ciddi Gerekemleri Bütünü elekkeyle olmayacak sürekli tüheret engelmet hayede yehiga Arıl kay çağıl karaga abıral suluğun attara Basta kıkı testar saharga Bukeni obuyu kostara Kini ere demesiyona Kendini kudari kestona Sineme sol busta gölene Oların gereden kini yere Uran ulsan oran tukkutu
түспүде үтіктір мен ағам ағата. Bu zirgah görülür günü kerbüde müne bügem. Ağam ağatın ağatı yasilitten atın yakındı. Kögülüm tanın bileği yolu vamı. Bittirdim kanım sili hey. Boy bordak sakam sili hey. Sakanı koya oda söyle koya. Hodoydan tim bir örüterir hodoy. Oğum numara koy bügelerken umnuma. Umnuma keskilger haberin umnuma. Sakanı koya oda söyle koya. Hodoydan tim bir örüterir hodoy. Oğum numara koy bügelerken umnuma. Umnuma keskilger haberin umnuma. Исполнение. Ну вот и мы видим, дорогие друзья, исполнение триады самых популярных молодежных якутских артистов сегодня. Это Кескельбайшев Пансаш, и завершает выступление Киджа, который, кстати, на днях поддерживал наших бойцов в зоне специальной военной операции. Сегодня уже поддерживает талантливую молодежь. Честно признаюсь, я ни разу не слышал исполнения от наших ребят, ни разу не слышал, но спустя буквально вот несколько минут я стал ценителем, и в моем плейлисте, лично в моем плейлисте, появится несколько песен наших молодых исполнителей. Молодцы. Просто отлично поддержали, энергетика зала очень чувствуется. Вставали, подпевали, включали фонари, флаги растягивали. Внимание, слушаем ведущих. Для оглашения имени победителя в номинации «Лучший молодежный район» среди арктических районов Якутии на сцену приглашается Петр Витальевич Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Вот министр молодежи сейчас раскроет одну из главных интриг нашего фестиваля, кто же станет лучшим молодежным районом среди арктических. На самом деле, очень долго планировали, очень долго к этому готовились, и этот день для вас, молодежь республики, это все для вас. Прошла очень насыщенная неделя. До этого, конечно, были несколько месяцев подготовки, соревнований. Районы делали свои сборные, готовили их и выставили самую лучшую молодежь сегодня на площадке Мусустара. Борьба была очень жесткой, скажу так. И победители на самом деле выиграли
не случайно. Вот, например, вот по этой категории Арктический район этот улус сделал ну, невероятное. Он ближайшего своего преследователя обогнал в 2 раза. Поэтому я бы хотел, чтобы вы порадовались за него и похлопали. Оглашение результата Номинации «Лучший молодежный арктический район Якутии» награждается Булунский улус! Браво! Булунский улус, поздравляем от души. На берегу моря Лаптевых располагается прекрасный район. Вручается 1 миллион рублей! И получают они 1 миллион рублей на развитие, да. Поздравляем, поздравляем коллектив. Как рассказывали сами организаторы этого направления, вот эти денежная финансовая поддержка будет распределяться среди молодежи для поддержки их инициатив. Так что что-то... Они заслужили, да, они заслужили эти средства, эти вливания. И мы поздравляем ребят за отличную работу и с получением отличного гранта на развитие своих направлений. Вот, представители делегации, да, выбегают. Давайте поздравим их, отправим лучи через экраны, лучи поддержки, поздравления и разделим их радость. Невероятно далеко находится этот улус, если посмотреть на карте, но просто спасибо, что они сегодня еще с нами и вот получили победу и будут реализовывать свои проекты во имя развития уже родного улуса среди молодежи. Обогнали, да, свои второе, получается, место обогнали в 2 раза. Значит, их проект, он был по-настоящему значимый, вот который, да, следует развивать в своем районе и который достоин настоящей победы, достоин сертификата на эту сумму, которая поможет развитию своего района, своей молодежи. Очень искренне радуется, просто великолепно видеть достойную победу. Да, достойную победу лучшего молодежного района среди арктических районов Республики Саха-Якутия. Это Булунский улус. Поздравляем ребят за отличную работу. Ну а мы идем дальше. У нас на кону еще следующая номинация, звание. Лучший молодежный район, городской округ Якутии. Уже, ну, как мы предполагаем, из центральных. Да, скорее всего, и на сцене Андрей Владимирович Тарасенко. Главного сегодня победителя и главный приз фестиваля. Я хотел бы еще раз сказать, что глава республики Айсен Сергеевич Николаев утвердил 2 миллиона приз главному победителю фестиваля. Итак, 2 миллиона на кону. И не просто, вот мы решили не подарок все-таки делать, а дать вам деньги, чтобы вы сами распределились, потому что вы их заработали. Это ваш труд, ваш талант сегодня, который вы показали, и вообще раскрыли полностью себя и ваш талант, который сегодня у вас на сцене, вы видели и везде, на треках. И хочу еще раз сказать, что это большой труд сегодня, чтобы достичь каких-то вершин. Давайте скроем пакет. Ну как, волнуйтесь? Все в ожидании главной интриги. Вы знаете, вот мы тоже долго думали, кто же победитель будет у нас в республике. Какой район победит. И вот сейчас я оглашаю. Мы сами даже не ожидали, но в действительности победитель очень серьезный. Небольшой спойлер. С отрывом большим. Это Мегино-Кангаласский улус. Мегино-Кангаласский улус, браво! Поздравляем, ура! Мы вас поздравляем, да, с победой. Прекрасные выступления ваши, ваш талант, усердие, как сказал Андрей Владимирович, принесли вам вот такую большую, огромную сумму, а главное звание победителя. Вот они, да. Улусов. Делегация, да, я хотел бы пригласить главу района также сюда. Для получения приза, для получения почестей и оваций от сегодняшних зрителей, от всех участников и от всех организаторов фестиваля. Дмитрий Иванович Тихонов, глава района, сегодня под своим крылом подводит к 2 миллионам своих подопечных. Это молодежные активисты района, как мы видим. Тоже очень рады, видимо, не ожидали. Прошу всех подняться наверх. Вот, острая борьба,
жесткая конкуренция. Месяцы подготовки, бессонные ночи. И Мегино, Кангаладский район – лучший молодежный район республики. 2 миллиона. Победа. Ура! Поздравляем ребят Мегино-Кангаладского улуса. Желаем им успехов, дальнейшего развития. Это самое главное, чтобы не стоять на месте, а идти только вперед, поддерживая девиз фестиваля «Якутия вперед». Да, и мы надеемся, уверены в том, что вот эти денежные большие призы будут реализованы во имя нас уже, во имя развития нашей республики. И будем в ближайшее время ожидать от мегинцев хороших проектов, интересных начал, чтобы дальше уже, ориентируясь на них, мы тоже все двигались вперед, брали друг у друга пример, обменивались опытом. Это самое главное и ценное. И именно это предоставляет нам фестиваль Мус-Устар, площадку для обмена опытом, для того, чтобы выявлять победителей и делать их ориентирами, да, в будущем своих реализаций своих проектов. Все. Жаль, что во время финала фестиваля не рассказывают, какие были проекты, но каждый желающий может зайти на сайт Мус-Устар и посмотреть, что были за проекты и кто стал победителем, в каких номинациях и проектах. Вот победил. В действительности настолько серьезно и хорошо подошли ребята с Улуса. И я хочу вот поздравить Булунский Улус с победой в арктической зоне. Это достойная победа. Вот Андрей Владимирович, как идейный вдохновитель нашего фестиваля, тоже благословляет, поздравляет и Арктический район, который победил. Видим, что Андрей Владимирович очень, как говорится, болеет, да, за всех нас, болеет за всех участников. Как идейный вдохновитель, он прямо вот хочет уделить внимание свое каждому. Проявить свои знания, реализовать свои планы и идеи. Ох, повезло нашим победителям, безусловно. Но достойная победа, это стоит огромных работ, большого труда. И мы видим вновь на экране те компании, которые нас сегодня поддержали. И наших прекрасных ведущих. Да, Надежда Ангарская у нас изменила образ. На свою родную землю, которую я очень сильно люблю и всегда скучаю по вам, поверьте мне. Главное, знаете, говорить и не заплакать, да? Но я хочу сказать и признаться вам в любви, потому что действительно в Якутии живут умные, талантливые, добрые, отзывчивые люди. Большинство из них мои друзья, которые здесь живут, которые всегда меня ждут. И я с радостью прилетаю к ним в гости. Наша земля полна богатствами, но не только природными, но, конечно, человеческими, потому что вы прекрасные люди. Несмотря на суровый климат, в котором вы все здесь живете, вы добрые, вы отзывчивые, вы настоящие. Ой, у Нади слезы на глазах. Трогательный момент. Настоящие эмоции на финале. Ну и, конечно же, знаешь, весна в Якутии это что-то особенное. Если где-то в центральной России, где-то в Новосибирске, да, даже уже потеплело, так у нас тепло, когда минус 20. Поэтому, конечно, весна забирает с собой и придает нам сил. И именно поэтому я переоделась, думаю, буду похожа на белый снег или на снежок. Шикарно. И позвольте мне спеть для вас свою песню, которая называется «Белым снегом». Для вас выступает Надежда Ангарская «Белым снегом». Спасибо. Белым снегом, медленно белым снегом
Дорогие телезрители, мы видим, что на сцене собираются все участники, победители фестиваля. В руках у них символ нашего фестиваля – это подснежник. Символ стойкости, силы, пробивного характера, упорства, труда и прекрасной весны. И прекрасной весны, что пришла к нам в город, к нам, в нашу республику, в наши сердца пришла весна, и впереди у нас будет только все самое хорошее. В честь нашего праздника победители вокального конкурса «Сулустар» разных лет подготовили для вас подарок «Весна» на Мусустар. Этот мир еще не видел таких, как ты. Солнце луч в нашем царстве из златы. Давай покажем всем, на что ты способен. Создавай все, что просит тебя душа, воплощай. Слышал лишь слово «да». Давай покажем всем, чего ты достоин. Снегом замело, скоро растает. Мы все дети из белого края. Но смотри вокруг, кто наступает. Весна, весна на Мусустар. Küçüter süreklerge erel kınarın Dolabı tapalından top sasırdatın Kömür kuruduk küzler en biyi bit Dolukta kerekenler bitin doydunlar Top sağa ırı doraydın doydu var İstin sılas miçer kuhoğa Что ж, дорогие телезрители, девиз фестиваля «Якутия вперед» полностью себя оправдал. Мы, жители и гости республики, верим, что вместе мы сила. Нам всем нужно жить в мире и согласии. Пусть сегодняшний день запомнится нам всем на долгие годы как один из самых красивых и ярких дней. Скоро растает снег, появится теплое весеннее солнце, и в наших сердцах затеплится луч надежды на все самое-самое лучшее. Пусть в вашей душе всегда будет весна. Якутия вперед!